меня к вам есть вопрос. Знали ли вы, что на мировом уровне есть признанный лучший человек планеты Земля? Уверен, не знали. Так вот, в самой первой главе своей книги я выделил этот невероятный факт. Вы можете задать вопрос: как умудрились выяснить, кто является лучшим на планете Земля? Рассказываю. В 1978 и 1992 году на весь мир на 15 языках была опубликована книга американского астрофизика Майкла Харта под названием «100 самых влиятельных людей в истории». Конечно, все бы ничего, но перед тем, как ее выпустить, Майклу Харту пришлось проделать огромную работу. И, конечно же, не одному, с большой научной группой. Почему-то однажды в голову Майклу Харту пришла идея, что на Земле было довольно много людей, которые составляют нашу человеческую историю. Я имею в виду особых ключевых людей, которые могли быть правителями стран, религиозными деятелями, быть может, какими-то крупными бизнесменами. В общем, теми, кто является, в принципе, общепризнанными ключевыми людьми. Так вот, информацию об этих людях Майкл Харт решил собрать, проанализировать и сделать вывод, кто из них по праву может считаться лучшим. Кого из них можно поставить на первое место. Конечно же, когда собрали целый вагон информации о каждом человеке, и все эти вагоны соединили в один огромный вагон, стало ясно, что просто человеческими усилиями это никак не обработать. Даже целая научная группа, которая состояла из множества людей, не смогла бы это обработать. И, конечно же, в наше великолепное время технологий ученые, особо закоренелые ученые, решили воспользоваться помощью компьютера. Всю эту нажитую непосильным трудом информацию они загрузили в компьютер и, задав определенные критерии поиска и сравнений, в конечном итоге получили ошеломляющую информацию, которую на нашу радость не подделать, ведь в компьютере нет подкупного человеческого фактора. Уверен, вам уже не терпится узнать, что же это такой за человек-то был. Первое место на планете Земля. О нем обязан знать каждый. Так вот, когда Майкл Харт со всей своей научной командой открыли итог, компьютер выдал им имя — пророк Мухаммад, мир ему и благословение. Дорогие друзья, меня вообще очень сильно удивляет то, что все мы можем прожить свою жизнь и не узнать по-настоящему важной информации. А я считаю, что каждому из нас очень важно знать, кто был лучшим на планете Земля. Потому что нам всегда подсовывают разные образы каких-то других людей. Да, может быть, они на уровне государства что-то заслужили, на уровне бизнеса, на уровне каких-то военных дел и так далее. Но все равно каждый из этих людей имел свои минусы. Мы же с вами говорим о человеке, которого по всем параметрам компьютер определил как лучшего. И это уникально, потому что в нашей психологии и в нашем понимании человек может объединить в себе не так много сфер жизни. И не просто их объединить, а сбалансированно применить. И ведь действительно, у кого-то могут быть успехи в семье, у кого-то успехи в политике, у кого-то в карьере, у кого-то в военном деле, а у кого-то довольно успешно продвигается религия. Не знаю, как вы, но в моей памяти нет таких людей, которые смогли бы в балансе держать все эти сферы. Но совсем другое дело пророк Мухаммад, мир ему и благословение. Маленькая ремарочка. Вы, наверное, думаете, что это Витя все время пророку желает мира и благословения. Скажу по секрету, так принято в исламе. И вы скажете: ислам? Это что, человек религии? Кто-то ведь даже не сможет в это поверить. Как религиозный человек смог стать первым человеком на планете Земля? И что еще удивительнее должно быть для каждого из нас, что этот факт подтвердили люди науки, которые напрочь пытаются отрезать все от религии и сказать, что мир — это просто материалистические атомы. Но разве не радость? Для меня это большая радость. Так вот, когда компьютер проверил все данные пророка Мухаммада, мир ему и благословение, оказалось, что он успешно смог соединить в себе эти особо важные черты, которые для каждого из нас являются ценными, фундаментальными. Он был семьянином, религиозным деятелем, военным деятелем, политическим деятелем и бизнесменом. И каждая из этих сфер жизни в нем была развита на максимум. Это ошеломило ученых. В принципе, это ошеломит кого угодно. Классно и смешно то, что они не поверили сначала. Ну что-то типа: погодите-ка, что? Не-не-не, давайте-ка проверим еще разочек. Как-то не верится. Проверили, и компьютер опять выдал одно и то же. Я хотел бы прочитать вам немножечко текста из книги. Написано следующее. Мухаммад был единственным человеком в истории человечества, который достиг наибольших успехов как в религиозных, так и в мирских делах. И теперь, по прошествии
прошествии 14 веков с момента его кончины влияние этого человека на весь мир очень велико. Удивительно, не правда ли? Я даю гарантию, что многие из вас никогда даже не слышали этого имени, хотя на самом деле об этом имени должны были рассказать вам еще в детском саду, потому что пророк Мухаммад, мир ему и благословение, оставил за собой огромнейшее наследие, раскрывающее суть жизни абсолютно во всех аспектах. Быть может, вам известны такие названия, как Коран? У многих это вызывает страх. Ого, Коран, какая-то злая книга, там Бог говорит о том, что будет всех карать. Бог-то правильно говорит. Многие заслуживают того, чтобы их карать. Но по факту, помимо того, что в Коране говорится о том, что Бог будет наказывать людей, говорится о Боге и много чего другого, великолепного и воодушевляющего. Просто вы об этом не знаете. И даст Бог, я расскажу вам, что в себе содержит Коран, чтобы вы понимали, насколько это величественная, великолепная книга, которая раскрывает сердце, раскрывает взгляд на мир и дает понять, насколько на самом деле Бог милостивый, милосердный, безгранично щедрый и любящий людей. Так вот, помимо Корана, после пророка осталось множество историй, хадисов, это жизнеописание пророка, его высказывания и советы, как надо жить. Вы знали об этом? Если нет, то поздравляю. Я-то сам об этом узнал буквально года 3,5 назад. И знаете, для меня это было огромной сенсацией. До того, как я вообще услышал что-либо об исламе и о пророке Мухаммаде, мир ему и благословение, для меня это был вообще темный лес. Мне казалось, о, мусульмане, это кто вообще такие? Аллаху Акбар, они там что-то поклоняются, бормочут себе под нос. У нас даже была такая ситуация, что хотели в городе построить мечеть, и для меня это был шок. То есть я вместе с толпой повторял, не надо нам никакая мечеть, кто эти люди вообще, ну и так далее. И потом, только спустя годы, я понял, насколько я был дурак. И, как правило, почему человек дурак? А потому что он ничего не изучает, ничего не почитал, сам выводов не сделал, а просто как попугай за всеми повторил. Так вот, когда я узнал об исламе, взял себя в руки, взял Коран, прочитал хадисы пророка Мухаммада, мир ему и благословение, ребята, я был в шоке. Это невероятно. Та информация, которая там есть, я вас уверяю, огромное количество того, что сейчас пытаются в социуме внедрить под видом психологии, каких-то там душевных раскопок человека, доходя даже до банальностей, таких как оздоровление, пост и так далее, украдено из ислама, просто сперто и подано в другой обертке. То есть кто-то умудряется кричать, вот там эти мусульмане, какие-то странные люди, а сам берет оттуда информацию, тырит и под своим именем выдает обществу. И ведь я сейчас просто про какие-то крупицы сказал. Это огромное историческое информационное наследие. И вот подумайте, сделайте сами вывод. Почему по телевидению, в журналах, в ютубе, на радио вы никогда не услышали имя пророка Мухаммада, мир ему и благословение? Почему? Почему во всех этих информационных ресурсах вам показывают только голых певиц и певцов, танцовщиков и танцовщиц, разных светских львиц и львов? Почему? А ведь они могли и могут сделать так, чтобы в одночасье люди по всему миру узнали о лучшем человеке на планете Земля, которого наука подтвердила как лучшего. Вот подумайте и сделайте вывод, насколько сильно хотят, чтобы вы были по-настоящему образованными людьми. Поэтому из моего рассказа можно сделать небольшой вывод. Если у вас будет минутка, а то, быть может, 5, а то, быть может, 10, уделите это время, чтобы посмотреть информацию про пророка Мухаммада, мир ему и благословение. И вы очень сильно удивитесь, потому что это был действительно невероятный человек, которого, кстати, по пророчествам больше никогда не будет. Никто из людей на планете Земля не сможет стать таким же. И я считаю, что это очень классно, что у каждого из нас есть доступ к такой информации, и что мы можем почитать об этом человеке и взять с него пример для своей жизни. Так что, любознательные мои дорогие друзья, я рад, что в сегодняшней серии я успел рассказать вам еще кое-что очень и очень важное. Это великолепное пополнение ваших знаний. Всего доброго!